Затопленные поли, огороды и улицы. Так было ранее. Сёлета паводковая обстановка на Гомельщине спокойная. Так проблемы с затоплениями под Дубрушам возникали за раки Харапуть. Яна выходила с берегов практично кожную весну. За празмерной вільготнасці глебы моцна пакутывали посевы. Теперь ситуация изменилась кардинально. Водная артерия засталась у рэчышча и навод почала минусовать. Если на зиму было чем-то засеяно, оно затапливалось, погибало. Яровые рано весной, ранее нельзя было посеять. Мы теряли просто площадь, теряли. Из 100 гектар мы могли взять 70-60 гектар. Все остальное оставалось под вымочками. А сейчас эти вымочки уже ввели в оборот и полностью площади засеяны. Гэты прыватны сектор Гомеля – прыклад штогадовага затаплення. Крыніца паводкавых праблем – выхад з берагу ракі Сош. Нягледзячы на традыцыю, затаплення сёлета рэчышча спакойнае. Аналагічная картина назіраецца па ўсёй вобласці. На большинстве рек Гомельской области наблюдается спад уровней воды суточной интенсивностью от 1 до 9 сантиметров. И лишь на саже у города Гомеля и пути города Добруша отмечается их незначительный рост. А на Днепре, на участке речи Цалоев, наблюдается их ровный ход. Температура воды в реках составляет от 9 до 15 градусов. Сёлета максимальные ўзроўні воды оказались близкими до ніжэйшых за шматгадовы перыяд назіранняў. Вода выходила на пойму и находилась там только на рацэ Бесяць, каля вёскі Свяцілавічы.